Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Миссия ОБСЕ обеспокоена ухудшающимся гуманитарным кризисом в районе Донецкого аэропорта. В Лозанне продолжаются переговоры по иранской ядерной программе. И президент Лукашенко готов вести бой со всеми, кто намеревается завоевать Беларусь. Начинаем с новостей из Праги. Шахида? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. С вами Шахида Якуб. Здравствуйте. В деревнях, прилегающих к Донецкому аэропорту, находятся еще тысячи людей. Миссия ОБСЕ назвала их ситуацию гуманитарной катастрофой. Наиболее уязвимыми районами по-прежнему остаются Пески, Водино, Первомайск и Спартак. Мы очень обеспокоены гуманитарной ситуацией в этом районе. У людей нет самого необходимого, нет воды. Население находится под постоянными обстрелами. Это делает доставку гуманитарных грузов невозможной. Здесь много стариков, которым нужна медицинская помощь. Наша задача заключается в том, чтобы договариваться с обеими сторонами конфликта, чтобы обеспечить им доступ к продуктам питания и медикаментам. Точное количество человек, оставшихся здесь, никто не знает. Те, кто мог уехать, уехал. Остались те, кому ехать некуда или просто не может. Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, выстрелы здесь звучат каждый день. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд призвал власти Крыма сделать все возможное, чтобы крымско-татарский телеканал АТР продолжил вещание. Свободные медиа должны быть способны передавать информацию и идеи, как это гарантировано Европейской конвенцией прав человека, подчеркнул Ягланд. Напомню, что единственный в мире крымско-татарский телеканал был вынужден прекратить вещание 1 апреля, после того, как Роскомнадзор не продлил его лицензию. О том, как сейчас живет канал и на что надеются телезрители, в репортаже Александра Касаткина. Штраф 20 тысяч рублей или $350 по решению суда. Таким неожиданно оказался бюджет студенческого видеоролика в поддержку телеканала АТР. Мы собрались в Воронцовском парке для того, чтобы снять ролик в поддержку нашего телеканала. Но когда мы начали его снимать, из-за угла нагрянул отряд полиции. Нас всех отвезли в отделение полиции, где продержали 3 с лишним часа. Гражданского активиста Алексея Ефремова оштрафовали еще на 500 рублей за попытку сопротивления аресту. Хотя я не признал свою вину, я не считаю, что я в чем-то виноват тем, что мы в сквере, отойдя от людей просто в сторонку, так же вот как сейчас я на камеру, высказывали свою позицию в защиту телеканала АТР. Февзия Якубов, ректор вуза, в котором учатся задержанные, полностью одобрил действия своих студентов. Он сам, как и многие преподаватели университета, поддерживают телеканал АТР, и никаких гонений на студентов в своем вузе он не допустит. Никаких увещеваний, никаких гонений не будет. У нас нет никаких юридических оснований, нет компетенции, нет и желания. Неравнодушные зрители который день приходят в здание телеканала АТР поддержать тех, кто работал для них многие годы. В фойе телеканала транслируются архивные выпуски программ. Теперь люди только там могут увидеть свой любимый канал. Зрители до сих пор не могут привыкнуть к отсутствию АТР в эфире. Сегодня, да, как с утра встал, сразу включил АТР, а там черный экран, как-то аж непривычно, знаете. Несмотря на отсутствие вещания, сами сотрудники находятся в редакции. Они готовы продолжать трудиться на АТР и не теряют надежды, что их работу увидят зрители. Мы не намерены прекращать свою деятельность. Мы пришли, мы работаем в штатном режиме. Каждый день будем работать. Но мы полны надежд, что все будет хорошо, и мы снова вернемся. Зрители, в свою очередь, ждут момента, когда черный экран снова обретет цвета, и они увидят знакомую заставку. Я не плачу. Нет, я просто надеюсь, что все вернется на круги своя. Александр Касаткин, Виктор Куганок. Настоящее время. Более 1000 жителей Петрозаводска вышли на пикет к зданию правительства Республики Карелия. Это первый регион России, где местное население потребовало отставки высшего руководства. О причинах недовольства людей в репортаже нашего корреспондента Андрея Королева. Пикету за отставку главы Республики Карелия Александра Худилайнина предшествовал арест Петрозаводским городским судом директора спортивного комплекса «Луми», депутата Петросовета от партии «Яблоко» Ольги Залесской и директора торгового дома «Ленторг» Александры Корниловой. У Ольги 2 детей, и есть достаточно много в нашей стране преступников, которые за не менее, иногда более серьезные преступления все-таки ждали суда под подпиской о невыезде или под домашним арестом.
По версии следствия, в мае 2013 года Залецкая по предварительному сговору продала по заниженной стоимости здание муниципального предприятия «Комбинат школьных столовых» и право собственности на земельный участок депутату Заксобрания Карелии Анастасии Кравчук. Ущерб городскому бюджету оценен более чем в 16 миллионов рублей. В Петрозаводске арест депутата от «Яблока» моментально приобрел политический оттенок. Безусловно, вот этим арестом важно было провести это устрашение уже по полной программе, для того, чтобы, я уж не случайно даже кому-то из журналистов на эмоциях сказала, что напоминает уже сказку Чуковского «Тараканище». В Петрозаводске Ольга Залецкая и Александра Корнилова позиционируются как соратницы главы города Галины Ширшиной, одним из немногих российских мэров, избранных от демократической оппозиции. Я-то понимаю, что это вызовет бурю недовольства в общественности, и мне, как мэру, нужно каким-то образом управлять этой бурей. И понятно, что я не хочу, чтобы город Петрозаводск был раздираем какими-то конфликтами, скандалами. Центральный политсовет «Яблоко» и руководство его Петрозаводского отделения настаивают на немедленном освобождении Ольги Залецкой и готовятся к акциям протеста. Арест 2 активисток «Яблоко» увязывается с предстоящими выборами главы республики. Впрочем, ситуация вокруг уголовного дела против Залецкой и Корниловой не столь однозначно, полагают в Петрозаводске. Борьба за земельные участки, за предприятия, за бюджеты городские. И вот Ольга Залецкая в данном случае оказалась жертвой этой экономической борьбы. Сегодня в Петрозаводске сходятся в одном. 30-суточный арест Ольги Залецкой, имеющей на попечении 2 несовершеннолетних детей и престарелого отца, недопустим. Ее пребывание в СИЗО вряд ли прибавит очков нынешнему руководству Карелии. Андрей Королев. Настоящее время. Петрозаводск. Без американцев в Украине невозможна никакая стабильность. Такое категоричное заявление сделал Александр Лукашенко в интервью агентству Bloomberg. Что имел в виду президент Беларуси и какую роль он видит для себя в урегулировании конфликта на Донбассе? Об этом мой коллега Сергей Дорофеев разговаривал с обозревателем Белорусской службы «Радио Свободы» Анной Соусь. Вместе с ожидаемыми тезисами о том, что в Беларуси мир и стабильность, прозвучало несколько многозначительных заявлений, и одно из них касается Соединенных Штатов. Давайте посмотрим. Я считаю, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность. И встречаясь в последнее время с представителями Соединенных Штатов Америки, официальными представителями, которые у нас бывали, я им настоятельно доводил до них эту точку зрения. Но если американцы хотят, чтобы здесь был мир и стабильность, они немедленно должны подключиться к этому процессу. Как вы поняли это заявление? Это обычное для Минска желание усидеть на нескольких стульях, и поэтому не нужно придавать особого значения этим словам? Или перед президентскими выборами в Беларуси в этом году, учитывая очень серьезные экономические проблемы в республике, учитывая агрессию России, Лукашенко пытается расположить Запад и США? Я бы сказала так, что это обычное умение, традиционное умение Александра Лукашенко приспосабливаться к собеседнику. Когда он еще был неопытным президентом, он, наверное, один раз только ошибся, когда похвалил Гитлера, думая, что немцам это понравится. Позже он не ошибался. Вот в сентябре прошлого года, я цитатку такую нашла в интервью российскому телеканалу «Россия-1», программе «Вести», он сказал, что считает, что США причастны к конфликту в Украине. Я цитирую: «Это дядя Сэм из океана постоянно подталкивает нас к этой бойне. И давайте откровенно, в Украине много политиков, которые четко выполняют этот заказ». Можете мне поверить, этого никогда не скажет в интервью украинским СМИ и никогда не скажет Петру Порошенко. И совсем другое услышат люди в Беларуси. Если собрать коллекцию его цитат за 20 лет, то там почти все будут взаимоисключающие. И еще одна цитата Лукашенко, точнее, не совсем его. «Кто бы ни пришел к нам с мечом, тот от меча и погибнет». Но тут есть любопытное продолжение. Также давайте посмотрим. Мы будем воевать против европейцев, американцев, россиян, кто угодно, если он поставит перед собой целью завоевать этот кусок земли, на котором должны жить белорусы. Как вы трактуете эти слова? Это такое предупреждение России, учитывая российские базы на территории Беларуси, учитывая по сообщению ряда СМИ наличие зеленых человечков
Где-то их видели в Гомельской области, кто-то их видел в Могилевской области. Или Лукашенко на самом деле, по-вашему, так маскирует свою поддержку Кремлю, потому что мы не один раз слышали от него заявление о том, что если нужно, Владимир Владимирович, Беларусь всегда подставит вам плечо. Ну, это он всегда говорит, и ни для кого не секрет. Сейчас в мире Лукашенко называют миротворцем. Во всем этом он будет сражаться не за кусочек земли, не за Беларусь, а за свою власть на этой территории, за свое как можно более долгое президентство. Есть нормализация белорусско-американских отношений, про которые несколько дней назад заявил наместник министра иностранных дел Беларуси. Некоторые улучшения перед выборами, но это бывало и перед выборами 2010 года. Итак, президент Беларуси видит большую роль США в регионе. Ну а Наташа расскажет о проблемах, волнующих американскую администрацию. Спасибо, Шахида. Президент Обама в среду подписал указ об экономических санкциях в отношении хакеров. Санкции направлены преимущественно против иностранных граждан и компаний, которые, цитирую, причиняют значительный ущерб или подвергают угрозе важные компьютерные системы в США, которые принадлежат банкам, крупным фирмам и сетям электроснабжения, либо покушаются на коммерческие тайны и секретные данные предприятий и потребителей. В последние месяцы на американские компании было совершено несколько крупных кибератак. В частности, были взломаны базы данных по кредитным картам миллионов клиентов медицинской страховой компании, сети хозяйственных магазинов и сети магазинов одежды. Другая новость. ФИФА отреагировала на призыв американских сенаторов лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в связи с событиями в Украине. Пресс-секретарь футбольной ассоциации Делия Фишер заявила, что бойкот – это не самый эффективный способ решения проблем. Чемпионат мира в России станет, цитата, «силой добра». Тем временем агентство Рейтер передает, что в йеменском порту Аден высадилась группа вооруженных людей. Предполагается, что это является началом сухопутной операции международной коалиции по борьбе с боевиками шиитской сетты хуситов, захватившей столицу страны Сану. Напомню, что в среду министр иностранных дел Йемена Рияд Ясин в очередной раз призвал международную коалицию во главе с Саудовской Аравией ввести в страну наземные силы. США выразили поддержку действиям коалиции. Американские СМИ обсуждают, насколько широкой может стать эта поддержка. Сегодня утром в прибрежном городе Аль-Мукалла боевики Аль-Каиды захватили тюрьму, освободив как минимум 270 заключенных, треть из которых связаны с этой террористической организацией. Ряд стран уже эвакуировали своих граждан из Йемена. Российские СМИ сообщают, что россиян планируется вывести на 3 военно-транспортных самолетах Министерства обороны. Встречи в Лозанне по иранской ядерной программе продолжаются 8-й день. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф посетовал, что минувшей ночью ему удалось поспать всего 2 часа. В кулуарах говорят о возможности прервать переговоры до следующей недели. Американские законодатели начинают терять терпение. В Белом доме предупреждают, что переговоры не могут длиться бесконечно. Эксперты спорят, можно ли доверять Ирану. В Вашингтоне превалируют негативные ответы. А еще здесь вспоминают любимую русскую поговорку Рональда Рейгана «Доверяй, но проверяй». Александр Панов продолжит тему. 9 лет назад международная группа 5+1 начала переговоры с Ираном. На нынешнем этапе принципиальная договоренность как никогда близка. Однако давно ожидаемый прорыв на переговорах срывался уже несколько раз, а сроки переносились. Сначала 20 июля прошлого года, потом 24 ноября, 31 марта. Соглашение должно быть достигнуто к 30 июня. А Конгресс, возглавляемый республиканцами, грозит ввести новые санкции против Тегерана, не дожидаясь конца июня. Даже если соглашение остановит Иран на пути к изготовлению собственной бомбы, оно не препятствует развитию мощностей, которые позволят в будущем эту бомбу произвести. С одной стороны, иранские дипломаты говорят, что их страна не намерена заходить так далеко, но с другой стороны, что помешает им в будущем передумать и изменить курс? Саудовская Аравия, Египет немедленно захотят получить ядерные технологии. Речь идет о гонке вооружений не только в ближневосточном регионе. Как и ожидалось, переговоры в Лозанне с Ираном оказались очень непростыми и продлились дольше намеченного срока. Вашингтонские эксперты предлагают заглянуть дальше. Что будет, если соглашение с Тегераном удастся заключить? Эксперты напоминают, что 21 год назад США и КНДР заключили рамочное соглашение, но это не помешало режиму в Северной Корее произвести бомбу, провести ядерные испытания и объявить себя ядерной державой.
В переговорах с Ираном, отмечают скептики из республиканского лагеря, администрация Белого дома не видит за деревьями леса. Ради продолжения переговоров и достижения компромисса забыта конечная цель, обозначенная в 6 резолюциях Совета Безопасности по Ирану, принятых начиная с 2006 года. В них содержатся требования прекратить производство высокообогащенного урана и остановить программу развития баллистических ракет. Одними санкциями, не подкрепленными угрозой применить силу, убежден бывший посол США Вон Болтон, на Тегеран не повлиять. Так же было с Пхеньяном. Экономические санкции, конечно, болезненны, но еще болезненнее для Ирана 35 лет управления экономикой религиозными фанатиками и падение мировых цен на нефть. Потери от санкций не могут сместить режим аятолл. И главное, нет никаких свидетельств, что санкции замедляют развитие ядерной программы. Нынешнее соглашение считают неприемлемым премьер Израиля Нетаньяху и находящийся с визитом в Иерусалиме во главе делегации конгрессменов спикер Бейнер. Со своей стороны президент Обама обещал обязательно наложить вето на законопроект о новых санкциях, если его примет Конгресс. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. По данным Комитета по защите журналистов, в мире приблизительно 220 журналистов находятся за решеткой. 60% из них – политзаключенные. Однако многие были осуждены по сфабрикованным обвинениям за пособничество терроризму, хулиганство, уклонение от уплаты налогов и другие незаконные действия. Студенты Мэрилендского университета под руководством лауреата Пулитцеровской премии Даны Прист в качестве домашнего задания помогают быть услышанными журналистам, которые оказались за решеткой. С начинающими репортерами встретилась Ануша Витисян. Имя азербайджанского журналиста Хадиджи Исмаиловой вскоре появится на этих браслетах. Таким образом, корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» Дана Прист и студенты факультета журналистики Мэрилендского университета пытаются привлечь внимание общественности к 9 наиболее показательным делам осужденных журналистов. Молодые специалисты в рамках кампании «Пресса без наручников» призывают к освобождению своих коллег из Узбекистана, Вьетнама, Египта, Эфиопии, Китая, Свазиленда, Бахрейна, Ирана и Азербайджана. Без всякого сомнения, ответственность за лишение свободы этих журналистов несут власти тех стран, в которых они боролись за право донести до людей правду. К сожалению, только представители властей уполномочены освободить этих журналистов. Этим действиям нет никакого оправдания. Лейла Сарцевич несколько месяцев общалась с семьей Питера Гресте, австралийского журналиста, работавшего на телеканале «Аль-Джазира», который провел в египетской тюрьме 400 дней. Грест, по оценке Комитета по защите журналистов, стал пешкой в геополитическом споре между Египтом и Катаром, где базируется «Аль-Джазира». Для меня история Питера превратилась в историю его семьи. У меня была уникальная возможность взять интервью у его дяди. Брат Питера передал мои вопросы ему. Питер, несмотря на риск, ответил практически на все мои вопросы. В воскресенье утром 1 февраля семья Гресте сообщила Лейли об освобождении Питера. Эта история, по словам начинающего журналиста, стала и ее профессиональной победой. В истории азербайджанского журналиста Хадиджи Исмаиловой пока нет счастливого конца. Сотрудница азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадиджа Исмаилова обвиняется в доведении бывшего коллеги до попытки самоубийства. Директор правозащитного отдела Комитета по защите журналистов Кортни Радж, которая лично знакома с Хадиджей, назвала эти обвинения абсурдными и политически мотивированными. Хадиджа расследовала факты коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана. Представители власти считают, что им позволено все. Они могут ни за что посадить журналиста в тюрьму и оказывать давление на прессу. Другой видный критик правительства Азербайджана – известный оппозиционный журналист, обозреватель газеты «Азадлык» Симур Хази, также находится за решеткой. Симура обвиняют в хулиганстве. Его дело досталось на изучение студенту Мэрилендского университета Кортни Мабиус. Симуру и Хадидже удается встречаться с журналистами. Однако у них нет никакого доступа к юридической помощи. Возникает вопрос, каким образом они могут быть освобождены? Я общалась с коллегами Сеймура. Многих из них оскорбляли и избивали. Я надеюсь, что мне удастся поговорить и с Сеймуром. В борьбе за основное право человека свободно выражать свои мысли, по словам американских студентов, не должно быть государственных границ. Каждый журналист, несправедливо попавший за решетку, это преступление против свободы слова. Ануша Витисян, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. У наших коллег в Праге другая тема – риски, связанные с авиацией. Шахида? Спасибо, Наташа.
В день крушения самолета Germanwings в Альпах в Иркутске проходило слушание по делу о получении взяток психологом экспертной комиссии крупнейшего аэропорта Сибири. Женщину, за деньги выдававшую справки о психическом здоровье пилотов и диспетчеров, суд оштрафовал. Об этом репортаже Екатерины Кочкиной. На этих кадрах видно, как психолог экспертной комиссии Иркутского аэропорта получает взятку. Следствию удалось установить, что 54-летняя Ольга Злобина выдала 12 пилотам и диспетчерам справки о психическом здоровье, не проведя при этом необходимых тестирований. Пока неизвестно, были ли у заказавших справки психологические проблемы. По требованию следствия были направлены соответствующие информации в 12 авиакомпаний о том, чтобы до повторного освидетельствования пилоты и диспетчера, получившие заключение от Злобиной без надлежащего психологического тестирования, были отстранены от работы. Суд принял решение оштрафовать Злобину и лишить ее права работать психологом следующие 3 года. Защита эксперта настаивала на том, что от выданных справок никто не пострадал. Ни одно ее заключение не ставится под сомнение, что они не годны. Они все летают, мы летаем на этих самолетах, некоторые летают на аэробусах. История незадачливого психолога из Иркутска могла бы остаться незамеченной. Однако в тот же день, когда Ольгу Злобину признали виновной, в Альпах разбился самолет Germanwings со 150 людьми на борту. Ответственность за крушение прокуратура Франции возлагает на второго пилота, страдавшего депрессиями. Летчик направил лайнер в землю. После катастрофы многие люди заинтересовались тем, как пилоты проходят психиатрические экспертизы. Психологическая аттестация проходит обычно в начале карьеры пилота, когда он проходит психотесты различные, это целый ряд вопросников, которые он получает. Это беседа с врачом, по результатам которых могут увидеть, есть ли какие-то наклонности или нет. Опять же, это не во всех странах происходит. В Чехии, например, у нас есть подобная аттестация. Ее нужно пройти психотесты. А в Австрии, например, это абсолютно не обязательно. В рамках медкомиссии, которую пилоты проходят раз в 6 месяцев, врачи оценивают их состояние, в том числе и психологическое. Летчиков просят обязательно ставить врачей в известность, если они чувствуют себя недостаточно хорошо. Проконтролировать психологическое здоровье пилота достаточно сложно. Однако сами они настаивают на том, что не меньше пассажиров заинтересованы в том, чтобы долететь до места назначения без приключений. Такие случаи, они действительно редки. Их невозможно 100% предотвратить. Но это не значит, что нужно бояться летать, потому что каждый день у нас летает больше 50 тысяч рейсов. И ежегодно у нас получается, что совершается около 20-30 миллионов рейсов. Из этого мы видим, что не каждый день самолеты падают. После катастрофы А-320 в Альпах крупнейшие немецкие авиаперевозчики объявили, что готовы ввести правило, по которому в кабине лайнера всегда должно находиться 2 человека. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Наташа продолжит тему авиабезопасности из Вашингтона. Социологические опросы показывают, что люди боятся летать на самолетах. При этом стоит напомнить, что благодаря новым технологиям самолетостроения и усилению мер безопасности в аэропортах, по статистике, авиаперелеты являются одним из самых безопасных видов передвижения. Компания «Британские авиалинии» подготовила курсы для пассажиров, где они могут узнать, как нужно действовать во время чрезвычайных ситуаций на борту. Подробности в нашем следующем репортаже. В 2004 году одна из нефтяных компаний стала готовить своих сотрудников, часто летающих в отдаленные регионы мира, к чрезвычайным ситуациям на борту самолета. За 10 лет существования программы ее прошли порядка 15 тысяч человек, большая часть из них по требованию работодателей. Однако теперь она доступна всем. За $265 вас в течение дня подготовят к самому неприятному. Тренинг проходит рядом с лондонским аэропортом Хитроу в огромном симуляторе салона самолета, аналогичном тому, где готовят бортперсонал британских авиалиний. Здесь действительно возникает ощущение, что вы в настоящем самолете, пока полет идет в штатном режиме. Однако вскоре ситуация меняется кардинально. После экстренного приземления пассажиры должны срочно эвакуироваться. Инструктор по безопасности Энди Клаб отмечает, что этот тренинг может помочь расстаться со страхом полетов. Мы начинаем с экстренного приземления и эвакуации. Это заставляет людей задуматься о подобных ситуациях. Если ты к ним готов, ты чувствуешь себя в большей безопасности. Приводнение, открытие аварийных выходов и соскальзывание по надувному трапу тоже часть тренинга, как и демонстрация различного оборудования для безопасности полетов.
Понимание сценариев чрезвычайных ситуаций и, что еще более важно, ваших действий в них помогает вернуть чувство уверенности. По словам Сары Пирсон, этот курс изменил ее представление об авиаперелетах. После этой программы я полностью изменила свое мнение о безопасности полетов и начала ценить работу бортпроводников. По словам Пирсон, теперь она точно будет знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Другая тема. В США домашних питомцев все чаще называют компаньонами. И надо заметить, что их обслуживание в Америке – это серьезный бизнес. На выставке товаров для домашних животных побывал Вадим Оленичев. Хотя экспозиция в вашингтонском пригороде Шантильи называлась «Дог Шоу», на самом деле здесь можно было увидеть не только собак, но и кошек. К слову сказать, некоторые коты по размеру превосходили многих конкурентов из собачьего царства. Мы приходим сюда каждый год и всегда берем с собой Токена. Он любит разные поездки, любит быть среди людей и других кошек, а я использую это время для покупок. Но все-таки основное внимание на Dog Expo Show выделено любителям собак. По крайней мере, в штате Вирджиния, судя по этой выставке, их намного больше. Мы пришли всей семьей, чтобы наш сын мог посмотреть и на других животных. Он их любит. Он в своей жизни больших собак еще не видел, так что мы решили показать ему всех сразу. А про нашу Морки мы тоже не забыли и купили ей аппетитные вкусняшки. Аппетитные вкусняшки, включая и пахучую косточку, это как раз то, ради чего сюда приходит большинство владельцев собак и кошек. Оптовые цены на выставке ниже розничных. Маленький мальчик, оказавшийся рядом с собачьими десертами, никак не мог понять, почему родители не разрешают ему взять хотя бы одно печенье. Но если верить организаторам, Dog Expo Show – прекрасное место для покупки не только еды, но и новейших изобретений, нужных любому собаколюбу или котоведу. Мы устраиваем это шоу уже 15 лет подряд. Это самая масштабная в стране выставка продажи товаров для домашних животных. Именно здесь можно купить последние новинки в самых различных областях этой индустрии. Поэтому сюда и приходит такое количество покупателей. И с каждым годом их становится все больше. Посреди всего этого праздника стенд с урнами для праха умерших и кремированных четвероногих любимцев смотрелся немного неподобающе, но был благоразумно помещен в сторонке и не портил общего приподнятого настроения. А вот кто пользуется огромной популярностью у любителей животных, так это художник, который прямо здесь же пишет портреты кошек, собак и даже птиц. Люди приходят со своими питомцами или просто с фотографиями и просят меня нарисовать их кошку или собаку, или портрет, или вместе с хозяевами, кому как нравится. Клиентов тут всегда много. Что же касается питания домашних животных, их одежды, здоровья, гигиены и отдыха, то все эти товары в избытке предлагаются на Dog Expo Show. Многие хозяева признавались, что в материальном аспекте вырастить ребенка и, скажем, собаку обходится примерно в те же деньги, включая и платный колледж, куда можно отправить вашего четвероногого любимца. И так же, как и у людей, успешные карьеры это высшее образование не гарантирует. Деликатесная еда, намордники, ошейники, плащи, одеяла и даже курс обучения в университете для животных. Вы можете купить на выставке все, что не пожелается вашему четвероногому другу. Вадим Оленичев, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Сегодня 2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, аутизм наблюдается у каждого 68-го ребенка. В этом году день посвящен теме «Профессиональная занятость. Преимущества людей с аутизмом». По информации ООН, 80% взрослых, страдающих аутизмом, не работают. Президент Обама отметил в специальном заявлении сегодня: «Мы подтверждаем фундаментальное право этих людей полноценно участвовать в жизни общества, жить с достоинством и максимально реализовать свой потенциал». В США в последние годы аутизму и его правильной диагностике уделяется значительное внимание. Ученые, врачи, инженеры разрабатывают новые методы, которые позволили бы эффективно решать проблему недостатка социальных навыков у детей-аутистов. Вот один из примеров этих исследований – робот, сконструированный в университете Вандербильта, который, как надеются его создатели, поможет аутистам уже на ранних этапах лучше понимать взаимодействие с окружающим миром. На этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас на сайте, присоединяйтесь в социальных сетях. Спасибо вам и до завтра. До завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Шахир Якуб. Всего доброго. До свидания.